Вы смотрите новости, в студии Иван Лазаренко, и коротко о главных темах этого выпуска. Воздушное судно Ан-26 «Циклон» продолжает работы по искусственному вызову осадков. К разработке стратегии развития системы здравоохранения до 2030 года приступили в Якутии. Уже завтра начнутся соревнования 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». Сегодня в село Бердыгистях приедут все команды-участники. Воздушное судно Ан-26 «Циклон» ведет работы по искусственному вызову осадков в заречной группе районов сегодня 6 июля. Также в республике работает большое количество авиационной техники. Так, по просьбе главы Якутии Минобороны России направила 4 вертолета. 2 борта уже приступили к работе, прибытие еще 2 ожидается сегодня. К тушению пожаров в регионе привлечены еще 3 единицы воздушных бортов МЧС России. Кроме этого, в рамках конкурса привлекаются и другие авиакомпании. По сведениям Минэкологии Якутии, на территории Лесного фонда республики проводятся работы по тушению 92 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, в 245,5 тысяч гектаров, расположенных на территории 19 районов. Из них локализовано 23 лесных пожара, с начала суток ликвидированы 13 пожаров. Самолет Ан-26 «Циклон» для искусственного вызывания осадков за прошедшие сутки производил вылеты по Усть-Майскому, Горному, Тампонскому и Татинскому районам. На территории Усть-Алданского улуса с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 17 лесных пожаров. На настоящий момент в районе действует 1 лесной пожар на территории Беринского наслега. Там ранее была опасность подхода огня к населенному пункту, но в настоящее время удалось локализовать пожар. Ситуация находится под контролем. Пожар опахан с западной и южной стороны. С восточной стороны уже второй день ведутся работы уже по опашке и встречному отжигу. В данное время там работает сейчас 128 человек, 52 местного населения, 56 человек якут авиалес охраны, остальные якут лесресурс, лесничество, МПЧ, то есть все силы собраны на том месте. Сейчас опасность подступления к населенному пункту в данное время не стоит, но пожар, конечно, большой, 14 тысяч га, из них более 3 тысяч это верховой, поэтому дальнейшие работы будут продолжаться. А в Тампонском районе с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 79 лесных пожаров. На сегодняшний день все силы брошены на тушение 2 действующих вблизи населенных пунктов Ударник Байгантайского наслега и села Мегино-Алдан. Сегодня на тушение пожара рядом с селом Ударник задействовано около 20 человек, 2 единицы техники. Пожар возле села Мегино-Алдан подошел со стороны Татинского района и вышел на федеральную дорогу Колыма широким фронтом в 12 километров. В тушении задействовано свыше 120 человек, 20 единиц техники. Работниками ГАО «Якут Лесресурс», добровольцами из числа местных жителей проведены работы по встречному отжигу. Ведется окарауливание. В ночь с 29 по 30 были проведены работы по устройству минерализованной полосы. И когда уже подошли силы ГАО «Якут Лесресурс» и аэромобильной группировки МЧС города Якутска, мы на следующий день же произвели встречный отжиг, который позволил нам сохранить не только сам населенный пункт, да, и сохранить именно наши сенокосные угодья. Проложены новые километры минерализованной полосы вдоль автодороги Колыма. Проведены плановые отжиги. Сегодня в Тампонском районе по решению оперштаба республики работает самолет Ан-26 «Циклон», оснащенный подвесным оборудованием для вызывания осадков. В селе Мегино-Алдан с обеда моросит дождь. Все жители надеются, что осадки помогут с тушением пожаров. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. В Якутии приступили к разработке стратегии развития системы здравоохранения до 2030 года. Она будет коррелировать с мероприятиями десятилетия здравоохранения, объявленного в республике с 21 до 30 годов. Об этом заявил глава региона Айсан Николаев на заседании Совета по местному самоуправлению. Глава ознакомился с ходом работ по укреплению общественного здоровья в районах и городских округах, а также поставил новые задачи. Среди важных задач на предстоящие годы глава региона назвал обеспечение стопроцентным охватом целевыми профилактическими осмотрами, создание трехэтапной системы медицинской реабилитации, внедрение профилактической и персонализированной модели медицинской помощи, а также проведение скрининга на наиболее распространенных онкологических заболеваний, обеспечение здравоохранения высококвалифицированными кадрами, усиление роли науки и развитие биомедицинских и клеточных технологий.
По данным оперативного штаба, на 6 июля выявлен 91 новый случай коронавирусной инфекции, в том числе город Якутск 50 случаев, Алданский район 6, Нерюнгринский район 5 случаев, Мегино-Кангаласский и Хангаласский районы по 4 случая, Амгинский, Верхневилюйский и Усть-Алданский районы по 3 случая, Вилюйский, Мирнинский и Сунтарский районы по 2, Горный, Жиганский, Ленский, Намский, Аймиконский, Таттинский и Чурапчинский районы по 1 случаю. Отмечается, что осложнилась ситуация в Ивено-Бытантайском районе, проводится расследование. Как сообщает Оперштаб, итоги будут подведены завтра. За сутки лабораториями республики проведено 1279 исследований на коронавирусную инфекцию, а всего же с начала пандемии обработано 1 200 658 тестов. Тем временем эпидобстановка в Нерюнгринском районе остается напряженной. За последние 4 недели отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Если на начало июня фиксировалось 15 случаев заболевания в неделю, то на прошлой неделе зарегистрировано 62 новых случая. Основная масса заболевших, порядка 50%, это молодое трудоспособное население. 35% заболевших лица пожилого возраста и порядка 10% дети. Из общего числа заболевших 20% это лица, прибывшие из других регионов, из командировок или отпусков. Специалисты Роспотребнадзора в очередной раз напоминают и призывают население соблюдать все санитарные эпидемиологические правила. Конечно же, основной мерой профилактики продолжает оставаться вакцинация. На сегодняшний день у нас ожидается в район очередной транш поступления вакцины против новой коронавирусной инфекции. Это порядка 4000 доз, которая поступит в район сегодня-завтра и будет распределена по населенным пунктам. Также планируется открыть дополнительные пункты вакцинации, где население может привиться. По состоянию на сегодняшний день у нас в районе уже привито 13 363 человека. Акция «Стоп коронавирус Якутия» по стимулированию вакцинации и поощрению привившихся граждан стартовала в республике. В ней может принять участие граждане России 18 лет и старше, зарегистрированные на территории Якутии. Акция проводится в 2 видах. Еженедельная. В ней принимают участие лица, получившие первый компонент вакцины от COVID-19 в соответствующий недельный период с 6 июля по 30 августа. Каждый вторник с 7 до 8 утра в прямом эфире выпуска «Утро Якутии» на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха будут объявлены 2 победителя, обладателя смартфонов. В финальной же акции принимают участие граждане, прошедшие полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции с момента начала вакцинации по 30 августа 2021 года. Имена 3 обладателей сертификатов на автомобиле «Лада» будут оглашены в прямом эфире выпуска «Утро Якутии» с 7 до 8 утра на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха 31 августа. И к другим темам. Единый госэкзамен на 100 баллов сдали 26 выпускников республики. Предварительные итоги прошедшего учебного года подвели на совещании под руководством премьера республики Андрея Тарасенко. Сообщается, что экзаменационная кампания этого года была особенной, в том числе в технологическом плане. Так, впервые в Якутии были массово внедрены новые технологии во всех пунктах проведения экзаменов. Передача экзаменационных материалов через интернет, их сканирование непосредственно в пунктах приема экзаменов. Всего в этом году ЕГЭ сдали 5950 школьников республики. Средний балл в целом по Якутии повысился по литературе, математике профильного уровня и обществознанию. Кроме того, увеличилось количество высокобальников. Это те, кто сдал на 80 баллов и выше. Проект по очистке Арктики сможет стать глобальной миссией, объединяющей всю страну. Об этом заявил глава Якутии на презентации экологического проекта «Чистая Арктика» в режиме ВКС на площадке Общественной палаты. Айсен Николаев сообщил, что в республике установлено 437 точек накопления лома цветного и черного металла, и 84% от их общего объема находится в арктической зоне. Для решения этой экологической проблемы разработан проект по очистке прибрежной части Арктики. Он основан на принципах государственно-частного партнерства с вовлечением бизнеса. В результате за 5 лет с территории 5 прибрежных арктических районов планируют вывести порядка 100 000 тонн металлолома.
Председатель оргкомитета по подготовке к играм Манчары Сергей Местников осмотрел готовность спортивных объектов, места размещения и питания участников игр. В мероприятии приняли участие заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Александр Бугаев, глава Горного района Никита Андреев. К играм в Улусном центре проведены работы по благоустройству улиц, дорог и электросетей, построены новые объекты, улучшена связь. По словам Местникова, за 2 года подготовки к играм Манчары село Бердигистях преобразилось в лучшую сторону, и все спортивные объекты полностью готовы к соревнованиям. Уже завтра начнутся первые состязания. Все жители республики могут стать свидетелями ярких, бескомпромиссных схваток и поединков в прямом эфире на канале НВК «Саха». Мы в течение этого периода контролировали ход строительства. Буквально вот весной этого года мы здесь наблюдали село Бердигистях как большую строительную площадку. Велись много работы и по дорожному хозяйству, и на объектах. На сегодня уже все эти работы завершены. Бердигистях готов встретить гостей. И буквально завтра мы начинаем республиканские спортивные игры Манчары в селе Бердигистях. Напомню, соревнования 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары начнутся уже завтра, а сегодня в село Бердигистях приедут все команды и участники. Подробнее в следующем сюжете. Сегодня в селе Бердигистях Горного Улуса приедут все команды-участники 21-х игр Манчары. В первую очередь представители команд пройдут мандатную и аккредитационную комиссию. В этом году в связи с пандемией формат аккредитации проходит через сайт. Со всеми командами отработали через сайт дистанционно. Участникам и организаторам игр выдаем по требованию санитарного протокола Роспотребнадзора. Нам подходит один представитель команды и ответственный по аккредитации. Сегодняшний день прошли 22 северных полусов команды. Команды, прошедшие аккредитацию, уже размещены по местам проживания и готовы к предстоящим соревнованиям. Для участия в спартакиаде от Миринского района приехало 39 спортсменов. В подготовке участвовало 8 тренеров. Приехали мы хорошо, погода прекрасная. Разместились тоже у нас хорошо. Спортсмены довольны, уже приняли питание, позавтракали. Но мандатную комиссию мы продолжаем по видам спорта проходить. Поэтому все у нас спортсмены допущены для участия. Надеемся, успех будет у нас у спортсменов. Мы в первой группе. Мы будем участвовать в 8 видах спорта. Мандатная комиссия сегодня завершит свою работу, и уже завтра начнется 21-я спартакиада по национальным видам спорта игры Манчары. В программу спартакиады включены 11 видов спорта, где примет участие 41 команда по 4 группам. Анна Васильева, Александра Хабытчарова, НВК «Саха», Горный Улус. На этом наш выпуск завершен. До встречи в эфире. Не забывайте одевать маски в общественных местах.